И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Абхазию завалило снегом. Снегопад идет уже второй день. Детвора рада редкому для нашей страны природному явлению. А вот водители автотранспортных средств не очень. Да и с электричеством часто происходят перебои, что мало радует. Но пока серьезных сбоев в обеспечении электроэнергии не наблюдается. Над устранением локальных аварий работают аварийные бригады. Практически без тормозов на заснеженных улицах города. Машины заносят то в одну, то в другую сторону. С самого утра народу было мало. Не каждый отважится выехать в такую погоду. Но если требует работа, тут ничего не поделать. Остается довериться своему опыту вождения. По минимальной скорости максимум 30. Я, например, так езжу, максимум 30. А там не знаю, кто как может. Даже джипы ездят 20-25. Опасно, правда опасно. Много водителей сегодня оставили машины дома. Но у меня работа такая, мне надо просто. Все, кто все же выехал в понедельник утром на машине, до работы добирались очень долго. Снежная каша, а местами гололедица создают проблемы не только водителям, но и пешеходам. Все эти дни сотрудники госавтоинспекции патрулируют опасные участки дорог. Несмотря на скользкое дорожное полотно, серьезных аварий не наблюдается, говорит министр внутренних дел Аслан Кубахия. При этом предупреждает водителей автотранспортных средств по мере возможности воздержаться от поездок в эти дни. Большой радости нашей аварий почти нет. Но ситуация крайне сложная, но контролируемая. Всю ночь работниками ГАИ контролировалась ситуация на трассе. Наш автодор работал и в Гагринском, и в Гудаутском районе, и в Сухумском районе. Ситуация немножко сложная, особенно в Сухумском районе, где мы обычно называем тещин язык, вот в серпантинном подъеме. Но идут работы, я думаю, часа через 2-3 данная дорога будет открыта. А остальной части Абхазии везде можно ездить, но только просьба к населению воздержаться от поездок. Потому что, к большому сожалению, наши водители не подготовлены к зиме. И резина, и машина соответствующая должна быть, и опыт езды при такой погоде должен быть. Чрезвычайных ситуаций тоже пока нет. Если возникает проблема, то сотрудники МЧС готовы прийти на помощь. Со вчерашнего дня мы работаем в усиленном варианте. Все службы готовы к оказанию помощи. Сложная ситуация на трассе — это в районе Шера, тещин язык. В принципе, таких чрезвычайных сложных моментов не было за вчерашние сутки. Единственное, утром автобус съехал с трассы в районе Дранды, но, к счастью, без жертв, без особых таких проблем не застало. Быстро, оперативно была оказана помощь. Заторы на дорогах не самое страшное, что могут повлечь за собой обильные осадки. Перебои с электричеством, чего так опасаются жители города, все же неизбежны. Сотрудникам Сухумской электростанции приходится работать в авральном режиме. Например, они устраняют аварию на пересечении улиц Пушкина и Гулия. Из-за повреждений был обесточен весь дом. В общем, я уже третий день здесь, и с диспетчерской не ухожу практически. После как пошел снег, идут очень большие завалы. Деревья гнутся, провода замыкают, или обрыв идет, или что-то. В общем, 3 дня мы подряд бегаем, и очень большие проблемы. Практически мы постоянно на выезде. Телефоны разрываются в этой диспетчерской, и кто-то жалуется, не поднимают. Говорит, как поднимают? Они разговаривают, не просто говорят, у вас трубки отлаживаете. Просто придите в диспетчерскую, и вы все увидите. Таких заявок по городу несколько, и это только у одной группы. Снег для Абхазии – редкость и вызывает массу положительных эмоций, особенно у детей, которые мало задумываются о возможных коммунальных проблемах, связанных с циклоном. Сима Аргун, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Сегодня утром президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание, связанное с погодными условиями в стране. Рауль Хаджимба отметил, что все службы должны работать в усиленном режиме в течение 3 последующих дней. Президент подчеркнул, что вся специальная техника должна постоянно очищать дороги от снега. Глава государства также добавил, что необходимо известить население страны, чтобы они по возможности воздержались от поездок на личном автотранспорте. Как сообщил премьер-министр Беслан Барцец, после того, как Ишерский участок дороги будет очищен, ее начнут засыпать песком. Что касается городов, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня проинформировал президента, что ситуация по всей стране стабильная.
Уже вторые сутки над расчисткой центральной трассы, особенно в районе села Эшера, задействована вся техника МЧС, МВД, коммунальных служб. Дорога открыта, но по ней ездят только внедорожники. На наиболее опасных участках засыпан песок. Работы по очистке трассы ведутся круглосуточно. Дорогу патрулируют сотрудники госавтоинспекции. Как сообщает пресс-служба МВД, серьезных ДТП за прошедшие сутки не зарегистрировано. Во всех школах и дошкольных учреждениях республики отменены занятия на 3 дня. Решение об этом было принято на экстренном совещании, которое провел сегодня президент Рауль Хаджимба. Как сообщил нам министр образования Адгур Какуба, согласно информации, поступавшей к нам, практически во всех школах отсутствовало большое количество учащихся. Дети просто не смогли дойти до школы. В некоторых селах дорогу замело, транспорт не ходит. Вы знаете, уже второй день в Абхазии идет снег. Это и хорошо, с одной стороны, свежесть, и климат хороший, но создают неудобства для работы. В частности, вот с утра еще звонили со всех районов руководители районных отделов образования, руководители школ, и они информируют о том, что многие учителя не смогли прийти на работу. Естественно, и очень мало учеников. Вот сегодня я был в 10-й школе, где более 1000 учеников, к 9 часам их было всего там около 50. И было принято решение их тоже сообщить родителям и отправить детей домой. Утром президент проводил совещание, и где министр по чрезвычайным ситуациям давал информацию, что сегодня целый день может идти снег, а ночью и завтра будут заморозки, потому и президентом было принято решение на 3 дня объявить такую вот ситуацию чрезвычайную и в школах, и в других учебных учреждениях отменить учебу. И мы вот уже буквально сейчас объявляем по всем районам, чтобы на 3 дня они приостановили работу в детских садах и в школах. Я думаю, что через 2-3 дня уже погода нормализуется, и мы будем уже в обычном режиме работать. Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. Работы по расчистке дорог шли всю ночь и продолжаются до сих пор. В ликвидации последствий снегопада в Сухуми задействованы все службы города: ДРСУ, РСУ, водоканал, спецавтохозяйство и зеленое хозяйство. Администрацией города Сухума ведется слаженная работа. Расчистка снега ведется на наиболее сложных участках городских улиц, на подъемах у вокзала и у Красного моста, где образовываются автомобильные заторы. В связи со снегопадом коммунальные службы все со вчерашнего дня работают по очистке дорог от снега и после засыпают песком для того, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах. Это проводится на особо опасных участках, то есть на спусках, на подъемах, на перекрестках, связанных с этими центральными дорогами. Это улица Эшба, улица Дзидзария, это подъем водоканала, допустим, улица Эшба, также выезд с города, спуск, также улица Ардзенба, это подъем после Красного моста, улица Гумская на пересечении с улицей Дзидзария проводились также работы, и пересечение улицы Назадзе, улицы Джона с Дзидзария, улицы Назадзе с Эшба. На этих местах проводились работы все это время со вчерашнего дня, и круглые сутки они проводились, и ночью, в ночное время засыпалось песком, снег то переставал, то обратно начинался, поэтому заново приходилось приступать к этим работам. Только два дерева у нас упало в городе, которые были сразу же распилены, убраны в сторону. И сегодня была ситуация с деревьями на Кудерском шоссе. Деревья наклонились слишком близко к электрическим проводам. Сейчас эти работы уже практически заканчиваются, и эти проблемы устранены.
Несмотря на обилие снега и чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями, по стране не зарегистрировано. Об этом нам по телефону сообщили главы администрации городов и районов Абхазии. По их словам, обстановка в районах стабильная. Подача электроэнергии осуществляется бесперебойно. Ситуация находится под контролем. В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться во власти антициклона с холодными арктическими массами воздуха. Однако, по прогнозам синоптиков, уже со вторника осадки прекратятся. Температура воздуха постепенно будет повышаться. По нашим прогнозам, на территории Абхазии в настоящее время господствует сибирский антициклон, практически охватывая значительную территорию. Весь Кавказ, Ставропольский, Краснодарский края и в том числе Абхазия. Значит, это последний завершающий цикл развития антициклона. Мы надеемся, что сегодня уже прекратятся осадки. Уже с завтрашнего дня погода будет проясняться. Уже с четверга мы ждем незначительное потепление, а также уже будут осадки в виде дождя. В настоящее время то, что сегодня ночью мы ожидаем значительное понижение температуры для Черноморского побережья Абхазии до минус 5 градусов. К другим темам. На сегодняшний день в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрировано 104 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 2 политические партии – Ам-Цахара и Айнар. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия зарегистрированы по всем 35 избирательным округам. Процесс выдвижения кандидатов завершится 10 февраля. В информационном агентстве «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция по итогам рабочей поездки в Иорданию. В абхазскую делегацию вошли директор инвестагентства Республики Алма-Астания, представитель общественной палаты Мизан Хапат, представитель фонда АПСН в Турции Чингиз Ашуба, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун. Президент фонда АПСН Сонергогу отметил, что развитие отношений с Иорданией очень важно для Абхазии. Ведь там на сегодняшний день проживает более 100 тысяч представителей абхазо-адыгской диаспоры, среди которых около 5000 абхазов. Также он отметил, что Абхазия стремится наладить торговлю с Иорданией. Во время поездки основной целью делегации было рассказать, что представляет из себя Абхазия, какие условия предоставляет потенциальным инвесторам. Также присутствующие отмечали, что иорданские бизнесмены заинтересовались Абхазией и выразили готовность посетить республику в июне 2017 года. Одним из самых главных вопросов, которые мы по вопросу, к которому мы ездили совместно с благотворительным фондом АПСНы, с нашими коллегами, друзьями в Иорданию, было привлечение инвестиций в нашу республику. На сегодняшний день о нашей республике очень мало знают в мире, и Иордания это не исключение. Соответственно, наша задача, самое главное, было рассказать им о том, какие на сегодняшний день, что из себя представляет на сегодняшний день наша республика, какие условия предоставляет инвесторам, потенциальным инвесторам, те, которые здесь есть. И вообще рассказывали мы о том им, насколько интересен абхазский рынок и абхазская экономика, почему именно здесь стоит начинать развивать свой бизнес. 1 февраля в столице состоится презентация книги Анзора Агума «Старый Сухум». Книга составлена из архивных материалов по архитектуре Сухума конца 19-го, начала 20 веков. Книга издана Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и благотворительным фондом первого президента Республики Абхазия при поддержке компании «Аквафон». Но сейчас снова о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -5, 0, днем 0 плюс 5. Температура морской воды 9 плюс. А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.